Добрый вечер, дорогие студенты, дорогие телезрители. Сегодня наша беседа будет посвящена, на мой взгляд, это интересная тема, мало была освещена, а именно связана к вопросу о развитии историко-методической мысли в Абхазии. История Абхазии как учебный предмет, я еще раз повторяю, как учебный предмет, неразрывно связана с историей как наукой, так как учебный предмет – это изложение основ науки. А изучение развития историко-методической мысли в Абхазии представляет интерес ввиду вообще отсутствия концептуальных трудов, которые бы отражали этот процесс. Есть, конечно, отдельные статьи, которые посвящены развитию исторической науки в Абхазии, это бгашбовские статьи есть. Есть отдельные статьи Куправа, которые посвящены введению изучения истории Абхазии в школах. Об освещении истории Абхазии в учебниках истории Грузии тоже есть такая статья. Есть очень много статей и работ, которые посвящены взаимоотношению России и Абхазии в области экономики, культуры, просвещения. Но конкретно отдельно работы, которая бы посвящалась развитию педагогической, исторической мысли, такой работы нету, и поэтому, думаю, наверное, вам будет интересно проследить, как этот процесс проходил. Сегодня наши студенты думают, что историю Абхазии – это был основной предмет всегда в школах Республики Абхазии, но, к сожалению, такого не происходило. Как говорится, из терния к звездам. От самых сложных трудностей мы боролись за то, чтобы наши дети могли изучать свою собственную историю. Если представить, в контексте нашего вопроса если представить этапность развития этого процесса и внедрения, попыток вначале было внедрения преподавания нашей истории в школах, можно выделить следующие этапы, как и, в принципе, этапности развития исторической науки. Это досоветский период, когда Абхазия была присоединена вошла в состав к России, и начинается процесс изучения края. Затем советский период, это 1921-1991 год. Постсоветский период, это после 1991 года до конца 20 века. И на современном этапе процессы, связанные с преподаванием истории Абхазии в школах нашей республики. Школьное изучение истории абхазского народа не имеет давних традиций, и в качестве самостоятельного учебного курса на основе специальных учебных программ национальная история стала преподаваться в школах республики лишь в конце XX века. История Абхазии не была объектом заботы государственной политики ни в период нахождения Абхазии в составе Российской империи, ни в период, когда мы были Советской Республикой. Когда мы были Советской Республикой, но надо все-таки отметить, что в XIX веке Россия с целью проведения или продвижения в регионе своей политики, потому что регион стал, естественно, провинцией огромной империи, и те процессы, которые происходили в самой России, как и политические, экономические, они должны были работать и здесь тоже. А как это делать без образованных людей? И поэтому Россия начинает проводить политику, связанную с возможностью получения местного населения образования. И вначале, конечно, это было сделано через представителей привилегированного сословия, когда представители элиты, дворянства получали возможность получать образование за пределами Абхазии в вузах, учебных заведениях Российской империи. Даже царское правительство находило обучение кавказцев весьма нужным и полезным явлением. И с 1835 года обучение в российских учебных заведениях носит более или менее систематический характер. И даже Николай I утвердил положение в том же 1935 году о закавказских училищах, в котором предусматривалось обучение детей туземного дворянства в кадетских корпусах и российских университетах за счет казны. И среди абхазцев, получивших такое образование, известные вам фамилии, имена – это Соломон Званба, это Георгий Шервашидзе, это публицист Дмитрий Чхотуа. И первое поколение абхазской интеллигенции, естественно, способствовало сближению двух культур
И в то же время мы должны четко понимать, что именно эта абхазская интеллигенция, именно ими были заложены ростки абхазоведения. Естественно, мы не можем и опустить выдающуюся роль русской интеллигенции, которая сыграла большую роль в становлении как исторического краеведения в Абхазии, так и формирования, собственно, абхазских историков. Но только вот получением образования за пределами, естественно, невозможно было заполнить вот эту вот нишу, а именно нишу, связанную с образованными людьми в самой Абхазии, потому что нужны были компетентные люди, которые бы работали в администрации, выполняли бы определенные поручения. И поэтому этот вопрос нужно было решать с образованием. С образованием и открытием именно школ в данном регионе. И это решало бы очень важные вопросы экономического и культурного развития края. Кстати, процессы, связанные с образованием, с открытием школ, очень хорошо расписаны в книгах Дудко Александра из истории дореволюционной школы в Абхазии, Агумава «Просвещение», Анзора Агумава «Просвещение Абхазии» в 19-м, начале 20 века. И также у Дзидзария Георгия «Формирование абхазской дореволюционной интеллигенции». То есть очень дана большая такая обширная информация о роли и русской интеллигенции, и в то же время появления первой абхазской интеллигенции на территории Абхазии. Но первые попытки открытия абхазских школ, почему-то все считают, что это было в 1851 году в селе Авакуме, но на самом же деле еще были раньше попытки в 1810 году и в 1846 году, однако они не увенчались успехом, и только вот в 1851 году возможность была открыть школу. И что интересно, на что хочу обратить ваше внимание, на то, что открытие школ проходило в нескольких направлениях. Этим занималось как Министерство просвещения, но особый вклад в открытие школ внесло Общество восстановления христианства. Вообще, вот эта вот история Общества восстановления христианства, это вообще должно быть отдельной темой, и вообще развитие вот образования, процесс, как это все шло, может быть совсем... Можно представить еще отдельная тема, это может быть отдельная лекция. Я думаю, это будет интересно студентам и изучать это и знакомиться. А вот в 80-х годах 19 века хочу обратить внимание на активную работу российской власти. Это тем более, это 80-й год, это такая реакционная политика после Александра II, Александра III, это знаменитые чиновники Победоносцев, Толстой, которые проводили такую консервативную самодержавную политику. И вот их политику должна была проводить именно церковно-приходские школы, которые начинают открываться в 80-х годах, с 85-го года XIX века. Конечно, эти школы страдали многими недостатками. В них большая часть учебного времени отводилась религиозному воспитанию, но при этом начальное образование, нельзя не сказать, что начальное образование, которое здесь получали, естественно, нас интересуют абхазы, они в дальнейшем могли использовать их в дальнейшей какой-то учебе, это, конечно, давало толчок им для роста. Изучая учебные планы этих школ, я обратила внимание на то, что здесь представлены предметы в основном религиозного характера, но есть предмет отечественная история. Отечественная история гражданская и церковная. Однако вся эта история, вся эта география, которая преподавалась, это была география, история России. Так как программы этих школ должны были соответствовать программам учебных заведений империи и ни в коем случае не отклоняться от этого. Тяжелое экономическое положение, усугубленное непривычным для европейцев климатическими условиями, незнание абхазского языка и незнание учениками русского языка приводило к тому, что здесь шел отток преподавателей, которые сюда приезжали, но и население не особо охотно вливалось вот в этот процесс образовательный. Потому что абхазские дети, как пишет Станислав Засимович в своих работах, абхазские дети не воспринимали всерьез учителей, если не были одеты они в черкеску и не были вооружены пистолетом или хотя бы кинжалом. Вот представляете картину того времени. Долгое время, несмотря на какие-то просьбы, к которым обращался население Сухумского округа,
не удавалось открыть в Сухуми какого-нибудь учебного заведения, которое бы готовило именно преподавателей. Представители передовой русской интеллигенции понимали, что для сближения, еще раз подчеркиваю, для сближения культур, для внедрения, для продвижения русского здесь присутствия необходимо взрастить учителей из местного населения. Для этого, для привлечения местных детей к образованию, все понимали необходимость преподавания на абхазском языке. И в начале 60-х годов, вы прекрасно знаете, из истории, в школе тоже проходите, в университетах проходите, по инициативе как раз-таки Общества восстановления православного христианства на Кавказе, комиссией под председательством Бартоломея была составлена абхазская азбука и абхазский букварь на основе абхазского алфавита барона Услара. Позже была переведена на абхазский язык, был переведен молитвенник и священные истории, а в конце XIX века делаются первые шаги по обучению абхазского населения грамотности на родном языке. Вы можете подумать, а что это вдруг историческое образование? Я касаюсь этого вопроса преподавания на абхазском языке. Вы сейчас меня поймете, когда я дальше продолжу. И вот после когда в 1892 году Мачеваряне и Дмитрий Гуля создают второй после Бартоломея абхазский букварь, начинается преподавание на абхазском языке. И в подготовке кадров начинают готовиться учителя из абхазцев. И большую роль сыграла в этом организация Александровской учительской школы в 1866 году в Тифлисе. И уже вот в 70-м году, еще даже в 70-м году появляются первые учителя абхазы. Почему это так важно? Потому что именно абхазы, учителя, добиваются в своих школах, там, где обучаются абхазские дети, очень хороших результатов благодаря тому, что они владели и русским, и абхазским языком. И одними из таких учителей абхазцев, первые учителя абхазцы, это были Григорий Мухвари, учитель Ачимчирской школы, Виссарион Иналапа, Григорий Шервашидзе, учитель Бедийской школы, Алексей Мухвари. Но самое важное то, что на вот этих уроках, скорее всего, помимо того, что они проводили их на абхазском языке, они знакомили детей, могли изучать историю родного края. Потому что мы встречаемся и говорим о том, что вот, например, Алексей Мухвари издает, они сами, вот первая плеяда учителей, первая такая интеллигенция педагогическая, они помимо того, что преподают уроки определенные, они еще занимаются изучением своей культуры, быта и доносят это до своих учеников. Вот, например, Алексей Мухвари издает историко-этнографический очерк «Самурзаканские поверья». И много публикуется потом таким с этнографическим материалом под псевдонимом Апсуа. И вот именно они знакомят своих детей с легендами, традициями, обычаями. В дальнейшем одной из такой вот 80-е годы, один из таких ярких преподавателей 80-х годов, это был Фома Христофорович Эшба, который, хотя и не было предусмотрено специального преподавания дисциплины сверхпрограмм, они могли изучать историю родного края, и он так скрытно от всех и на абхазском преподавал, и преподавал историю родного края, потому что это не приветствовалось в то время в обучении в школах. Поэтому они сыграли свою роль в сохранении, распространении тех крупиц знаний по истории абхазского народа, которые еще сохранялись в легендах, преданиях, в народной памяти и способствовали привлечению молодежи к изучению родной истории, в условиях, конечно же, ее игнорирования. Война 77-78 годов фактически уничтожила то, что было сделано до этого периода, 77-78, напоминаю, это русско-турецкая война, которая ужасно отразилась на нашем населении. Школы были разрушены, и возрождение школьного обучения начинается только с 80-х годов, с 80-90-е годы. И вот здесь я уже говорила об этом и вернусь к церковно-приходским школам, которые начинают здесь открываться в большом количестве.
Ну, как это управление осуществлялось? С 1889 года при кафедре архиерейского дома был создан Сухумский епархиальный училищный совет. Первоначально этот совет находился в подчинении епископа Сухумского, а затем в 1891 году, когда было создано Сухумское епархиальное братство, оно под его подчинением было. Особенность вот этого церковно-приходских школ, чем они отличались от министерских школ просвещения? Тем, что церковно-приходские школы изначально, они содержались на деньги общества по распространению христианства здесь, но потом этого содержания не хватало, и они пытаются создать попечительский совет здесь. И мне хочется вас познакомить непосредственно с документом и зачитать из этого документа протокол. Когда и протокол, и познакомить вас, это из материалов, архивных материалов, недавно вышедших, и хочу вас познакомить с этим протоколом. Почему? Для того, чтобы вы понимали, как шел процесс образования с вот этими церковно-приходскими школами и втягивалось ли абхазское население в учебу в этих школах. Сейчас я вот хочу вам представить очень интересный документ по поводу попечительских советов. Вот как раз протокол совещания представителей населения Сухумского округа при епархиальном училищном совете по вопросам церковно-школьного дела в епархии. Это март 1906 год. Год сложный. События связаны с революционными событиями 5-го года, революции 5-7 годов. Совещание проходило в присутствии. Я думаю, будет интересно, наверное, услышать эти фамилии, кто представлял, кто был там. Во-первых, председателем совета был протоиерей Голубцов, начальник Сухумского округа князь Джендиери, члены совета, помощник начальника округа, подполковник Зенченко, мировой посредник, подполковник Лакербай, епархиальный наблюдатель, коллежский советник Альферов, инспектор народных училищ Сухумского округа из Угдитского уезда, Измайлов, священник Иванов, священник Гвазава, член делопроизводитель Совета священников Протопопов, уездный наблюдатель церковных школ Сухумского округа священник Капанадзе и представители населения Сухумского округа в количестве 82 человек. То это достаточно солидная публика была, и сейчас было два вопроса поставлено на этом совещании. Первый вопрос о создании попечительского совета для содержания вот этих церковно-приходских школ. И второй вопрос – это на каком языке вести образование в Сухумском округе. Очень интересные, я думаю, вопросы. И я просто хочу вас познакомить с высказываниями непосредственно абхазов, которые присутствовали здесь, которые… Это представители дворянства, представители князей. И обратите внимание на некоторые вещи. Заседание совещания открылось речью председателя епархиального училищного совета протоиерея Голубцова. Ну, я не буду зачитывать, а просто приблизительно скажу, о чем он говорил. Он говорил о катастрофическом положении школ. Он говорил о том, что в школе безобразно ведутся преподавания, что учителя некомпетентны, что учителя совершенно не соответствуют тому, чему они должны учить детей. Потом он говорил о том, что школы находятся в ужасном состоянии, потому что там крыша течет, окно нету. То есть в ужасном состоянии были школы. И он говорил о том, что необходимо, чтобы население включилось в содержание этих школ, чтобы население помогало материально для того, чтобы эти школы могли функционировать. Но вот здесь интересно, высказывались многие по этому поводу. Я хочу высказывание Георгия Шервашидзе обратить внимание,
когда все это было выслушано, даже проект устава предлагался о попечительском совете. Кстати, вот в работах Дудко и в работе Агумава там есть, какой вклад вносило местное население. И получалось, что в 2 раза больше местное население, в 2 раза больше то, что они вкладывали, превышало то, что выделялось государством. То есть население содержало фактически это церковно-приходские школы. Вот что после сего выступления слово взял князь Георгий Шервашидзе, и я хочу дословно вам почитать прямо его выступление, который выразил ту мысль, что предполагаемые попечительства, конечно, очень желательно, что все они не принесут никакой пользы, если сама школа не будет улучшена. Народ не видит пользы от школы, а потому не сочувствует ей и не хочет оказать ей материальную помощь. Дайте народу настоящую школу, которая бы приносила действительную пользу, и тогда народ обеспечит материальное положение школы. А если школа останется в том виде, в котором она была до сего времени, то никакие попечительства не помогут. Что интересно, вот это вот собрание, на собрании присутствовали представители разных этнических групп, были русские, были мигрельцы, были абхазы, поэтому обмен и речь обязательно переводилась. То есть здесь с абхазского языка переводил штабс-капитан Ладаря на абхазский язык и с абхазского, а мигрельский переводился князями Мухвари. Почему? Потому что Зугдидский уезд, он включался вот в Сухумский округ. Поэтому, что интересно, даже вот этих вот школах, церковно-приходских школах, когда я обратила внимание на национальный состав, вот указывают в работах есть Агумава и Дудко, там интересно, что почему-то они разделяют самурзаканцев от абхазцев. Количество, когда предлагают, там разделяют. Там грузин столько-то обучалось. Грузин, кстати, меньше всего обучалось. Это говорит о том, что грузинского населения здесь было мало в это время, это 6-й год. А мигрельское население пишут отдельно, пишут самурзаканцы отдельно и пишут отдельно абхазцы. И вот интересно, что представитель Зугдидского уезда, что представитель Измайлов, он пишет, что вот в Зугдидском уезде так хорошо, все прекрасно преподается, так отлично, мы все довольны преподаванием в школах. Почему? Потому что там преподают мигрельцы. Там преподают, то есть люди, которые знают язык коренного населения, туземного, как нас называли население. И поэтому уровень там лучше, уровень преподавания лучше, и результаты тоже получается, что лучше. И опять-таки в тексте мы видим, что царская администрация пытается как-то пристыдить абхазов в том, что вот они не хотят содержать, и вот и впрочее, впрочее. Тут же опять выступает другой князь Хабу Канчабадзе, другой князь. Вот что он заявляет. Оказывается, это совсем не так. Что из всего здесь высказанного он видит такое заключение, что все здесь думают и говорят, что абхазцы как будто не понимают нужд и пользы образования, и что они плохо помогают школам. Но если так думают, то значит совсем не знают абхазцев. И ошибаются. Абхазцы молчат не потому, чтобы они не понимали, что надо, но они, чтобы кого-нибудь не обидеть. Не только мы, но еще наши отцы осознавали, что мы мало просвещены и темны. Но обидно то обстоятельство, что все, что не жертвовали абхазцы на образование, не пошло на их пользу. И не идет до сего времени, хотя они жертвовали немалые деньги. Абхазцам обидно, что за все это время существования школ в Абхазии среди них нет почти образованных людей. Абхазцы жертвовали на школы и жертвуют, например, на Сухумскую женскую прогимназию, на Горскую школу, устраивают стипендии, но все это достается чужим, пришельцам, а абхазы остаются за флагом. Все, что они имели, у них отнято, поэтому они упали духом, видя, что пользы нет никакой.
Конечно, они очень рады помочь школьному делу, но они видят, что школы им не приносят пользы, что повергают их даже в отчаяние. Абхазцы всегда готовы помочь доброму делу, но только, чтобы оно было для их пользы, чтобы не было здесь никакого обмана. А то выходит то, что тратится казна, тратится население, но от пользы от существующих школ решительно никакой не видно. Ну, в итоге разговор продолжался тоже в таком же духе, долго, это 2 дня шло это заседание, не одним днем это все закончилось. И, конечно же, абхазы требуют, чтобы в Сухумском округе создалось какое-то специализированное учебное заведение, где готовили бы учителей именно из местного населения, которые могли бы оказать действительно пользу школам Сухумского округа. И в конце, естественно, было принято постановление. После различных вот этих прений было решено выработать резолюцию, то есть употребить все меры, чтобы в скорейшем открытии в городе Сухуми среднего учебного заведения исключительно для жителей округа, для приготовления из них учителей и священников с какими-то сельскохозяйственными, ремесленным при нем отделением, о чем и возбудит соответствующее ходатайство. То есть вот это постановление должно было отправиться выше, чтобы здесь открылись заведения, которые бы способствовали развитию здесь образования. Второй вопрос, который тоже меня заинтересовал, и хочется с ним тоже с вами поделиться в нашей беседе, это о том, на каком вести образование, то есть на каком языке преподавать. Это 1906 год. Здесь представлен был документ. Далее, значит, председатель этого совета, он говорит о том, что поступило в епархиальный учительский совет, поступили приговоры сельских общин, ну, как бы заявление сельских общин, обществ с введением школ преподавания на грузинском языке. Одни требовали, чтобы грузинский язык преподавался как предмет, а другие требовали преподавания на грузинском языке всего. Собрание попросило сообщить, откуда именно такие приговоры пришли. То есть откуда? Потому что вот один из участников, Джаб Кубахи, он заявил, что его подпись стоит там, а он не подписывал. Что это, возможно, подложный какой-то документ, где идет такой вот напор на то, чтобы в округе преподавались на грузинском языке. И князь Хабу Канчабадзе заявил, что приговоры, которые сейчас читались, были составлены в смутное время. Смутное время является революционное время. 5-7 годов мы прекрасно понимаем, кто пропагандировал эту революцию, как она представлялась абхазцами, как абхазцы ее восприняли. И вот он говорит, когда каждый делал, что хотел, необходимо разоблачить составителей этих приговоров законным путем. Кроме всего, князь Анчабадзе доложил собранию, что школы в Абхазии существуют уже 25 лет, и, естественно, но за это время не видно существенной пользы от этих школ. Теперь мы слышим, что школьное дело пойдет лучше, и надеемся, что именно так и будет, но при этом мы просим дать нам такие школы, которые были бы полезны именно абхазам. И здесь, конечно, было выступление очень такое эмоциональное, даже, наверное, может, он так и говорит, что его обвиняют в националистических каких-то. Подполковник Лакербай в своей речи очень импульсивно дает тоже ответ на вот то, что происходит сегодня в школьном образовании в регионе. Он пишет, подполковник Лакербай в своей речи сделал краткую справку по истории Абхазии за истекшее столетие. Абхазия до присоединения ее к России разделялась на 4 части, но до пришествия русских в Абхазию они не были разделены, и никаких особенностей между ними не было. Это к тому, что пытаются разделить Самурзакан, отделить от абхазцев. Даже вот по национальному составу, когда дается табличка в этих школах. В первых годах минувшего столетия князь Георгий Шервашидзе просил императора Александра I принять Абхазию под свое покровительство. С этого времени начинается вторжение пришельцев в Абхазии.
До какого времени ни один бы пришелец не рискнул бы перейти через Ингур. Ясно, о ком это идет речь сейчас. Если Абхазия передалась России, слилась с русским государством, то абхазцы не только должны, но обязаны изучать только государственный русский язык и свой родной язык, который должен был господствующим от Ингура до Гагры. Абхазцы – древний народ, который, по свидетельству историков, существовали в то время, когда о Грузии и не было и помину. Поэтому язык столь древнего народа, который, по мнению многих европейских ученых, например, Верхова, отличает. Это о чем говорит, что Лакербай достаточно грамотный человек, изучал историю, отличает оригинальностью и красотою форм. Следует сохранять и развивать. Это теперь сознает все население. Это язык надо развивать, разрабатывать и не дать ему погибнуть. На абхазском побережье, конечно, прежде всего должен господствовать русский язык, но пришедшую в Абхазию должны знакомиться с обычаями и языком коренного населения абхазцев. То есть мы с вами из этого протокола, из некоторых выдержек этого протокола, и мы имеем представление, какие проблемы стояли в начале XX века, и насколько серьезные они были, и как абхазское население в этих сложных условиях, не забывайте о виновности, которая была наложена и будет снята только в 1907 году, пытаемся отстаивать свое право на изучение своего языка, своей истории. Почему я на языке акцентирую внимание? Потому что язык, через который ты можешь передать собственную историю, ничем не заменится. И, конечно, это важное. Сегодня вот этот документ для меня очень интересен, и я думаю, и вам было интересно. И вот Лакербай в своей речи показал, что абхазы готовы учиться, они хотят учиться, как некоторые представляют, что не хотели учиться, как грузинская политика проводилась и проводится до сих пор. Готовы учиться, но они хотят это делать на своем языке, изучая свой язык и свою историю. Тема нашей лекции очень объемная. И, конечно, на одной передаче, на одной лекции невозможно осветить все проблемы, связанные с изучением и с преподаванием истории Абхазии. Поэтому я думаю, что мы еще встретимся. Это тема ни одного разговора, ни одной беседы. Ну, на сегодня все. Спасибо за внимание. До новых встреч!